Здравствуйте, я доктор из Витебска, который был подвергнут по заявлению главного врача Центра психиатрии принудительному лечению. И вот сейчас я 2 недели как вышел, освободился. Я хотел бы рассказать вам о своих ощущениях после этого лечения. Ну, во-первых, ощущения мои – это, конечно, подавленность, разбитость, животный страх. Такие ощущения, как будто вот девушка, которую изнасиловали, причем изнасиловали свои же коллеги, свои же друзья, с которыми общался за руку, которым улыбался. Причем с улыбкой это сделали для твоего же здоровья и для твоего же благополучия. Я не буду сейчас делать никаких выводов. Все права по защите своих полномочий я передал сейчас нотариально правозащитникам города Витебска. Это Петру Иванову и политику кандидата в президенты Сергею Рыжову. Они сейчас защищают меня. Я лишь только хочу передать историю болезни. И пусть каждый читает и делает вывод сам, насколько это насилие было правомочно. Насилие людей в белых халатах, насилие людей, облеченных властью. Я не зря сказал, что мои ощущения можно сравнить с ощущением девушки изнасилованной. Дело в том, что за 45 лет я впервые подвергся репрессиям со стороны людей, которые облечены государственной властью. Я никогда не привлекался ни к административной, ни к уголовной ответственности. И был уверен, что если я не совершаю никаких правонарушений, то государство всегда придет на мою защиту. Но, к сожалению, мой случай показал, что права наши, как хомячка. Абсолютно мы бесправны сегодня. Ни прокурор, ни судья, ни коллегия судей не пожелали со мной встретиться, чтобы разобраться в вопросе. Письма мои из больницы к помощнику президента, видимо, тоже до него не дошли. Поэтому я остался абсолютно один и абсолютно незащищенным. Буквально несколько просто комментариев. Вся история пронизана, как вы сами почитаете, такими моментами, что он остался один, никому не нужный. Нет у него ни постоянных друзей, ни каких-то там постоянных связей, не женат, живет один. И вот это вот постоянно мне внушалось изо дня в день заведующая отделением Васильева на психотерапевтических сеансах. Она ежедневно, кроме выходных, мне об этом говорила. Причем подавлялись мои эмоции специальными корректорами поведения. Иногда хотелось просто выйти на луну. Иногда было очень тоскливо. Я не буду комментировать методики этого лечения. Возможно, есть такая сейчас методика у них, это обострить, чтобы потом вылечить. Но это было очень тяжело. Я хотел бы еще прокомментировать, что вы там увидите, что меня еще со студенческих скамьи обвиняют, что я помогаю людям, причем бесплатно я это делаю всегда. Развешивал объявления, да, было такое. Мы делали студенческие отряды. И сейчас, если спросите моих соседей, я любому знакомому всегда бегу на помощь. И если это является признаком нарушения личности, то тогда понятно, почему сейчас так много людей у нас остаются без помощи на улицах, когда плохо сердцем и умирают, и к ним нормальные, здоровые люди не подходят. В общем-то, комментариев никаких не будет, решайте сами, читайте и делайте вывод. Я лишь только хотел бы поблагодарить всех, кто проявил к моей судьбе какое-то сочувствие, поблагодарить моих однокурсников, которые узнали, что меня обвиняют в том, что у меня нет ни друзей, ни знакомых. И практически вся группа собралась, меня навещала, делала передачи. Это уже солидные люди с солидным стажем, бывшие студенты Витебского медицинского института. Поэтому мы, конечно, обращаемся сейчас и в психиатрическую мировую ассоциацию, и к российским психиатрам независимым,
Но делайте вы сами выводы. Каждый может сделать экспертную оценку сам. Спасибо.